Доброе утро, дорогие друзья! Мы с вами на 15 этаже главной гостиницы Казани в отеле «Татарстан». Напротив нас это уже новая гостиница, пятизвездочный отель «Гранд Отель Казань». Сейчас мы отсюда с высоты 15 этажа имеем возможность обозреть историческую часть столицы Татарстана. Мы видим новый крытый стадион баскетбольный, одно из озер, которых несколько в Татарстане перед нами. Но и вдалеке, в том направлении, на железнодорожный вокзал, один из главных площадей. Так, как же она называется? Я запамятовал. Но вот мы видим с вами колоннаду. В одном из видео у меня в Фейсбуке мы с вами проезжали мимо Казанского Приволжского федерального университета. Ну, а это непосредственно уже историческая часть Казани. Мы с вами сделаем еще съемку с противоположной стороны гостиницы, чтобы увидеть вдалеке мечеть, воссозданную, восстановленную мечеть Ул-Шариф в Казанском Кремле. Сегодня я начал несколько трансляций с самого утра. Первую вы видели из окна моего номера на 8 этаже в 5 утра. Ну а сейчас, конечно же, Казань проснулась. Мы видим с вами интенсивный автомобильный трафик. Прокатились по казанскому метро одну станцию. Прошлись по пешеходной улице имени Баумана. Ну а теперь давайте пройдемся в другой конец отеля, чтобы увидеть город немножко в другом ракурсе. Тут небольшой холл с лифтом. Вот отсюда давайте еще посмотрим. Сделаем несколько секунд видеозаписи. Очень красивая улица. Ну, это дома, конечно, новодел. Но вот перед вами опять очередной комплекс Казанского федерального университета. Вдалеке с большими колоннами. Очень много, конечно, учебных заведений в Казани. Это один из образовательных центров России, где расположился большой университетский комплекс Приволжского федерального университета. Ну а это знаменитая советская еще, советских времен, гостиница «Татарстан». Но отсюда, конечно же, панорама куда более интереснее. Да, мы видим с вами одну из православных церквей, которых множество в Казани. Очень интересный архитектурный облик города. Здесь, как говорится, древность соседствует с оригинальным новоделом. Это большой комплекс, уходящий в том числе под землю, торговый комплекс «Золотое кольцо». Площадь Тукая. Тукай-Майдан на татарском языке и памятник основателю татарской литературы. Внизу мы видим бюст Льва Николаевича Гумилева, отца, основателя теории
пассионарности великого сына великих титанов, поэтов, русских поэтов Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Ну, а вот эти две высотки, они очень интересные. Их называют зубами мудрости. Здесь математический факультет Казанского федерального университета, а здесь физический факультет. Ну и между ними расположились кампусы Казанского университета. Белокаменные, видите, покрашенные, да? А перед вами прямо улица Баумана. Сегодня я совершил часовую прогулку по этой пешеходной улице. Местный Арбат. Но можете посмотреть подробно часовую запись у меня на ленте в Фейсбуке. Православная колокольня 18 века. Здесь в свое время в этом соборе крестился сам Федор Шаляпин, уроженец этого приволжского города. Течет издалека долго река Волга. Ну и, конечно же, главная цель нашего сегодняшнего дня — Казанский белокаменный Кремль, который в свое время осаждал сам Иван Грозный. И его новая, воссозданная, восстановленная мечеть новая Ул-Шариф. Шедевр современной архитектуры. Ну, а это улица Пушкина магистральная, ведущая прямо к площади Свободы, главной площади Республики Татарстан. Мы внизу видим с вами пешеходные переходы и одновременно станцию метро Такай-Майдан. Всего тут 11 станций метрополитена. Одна из них расположена прямо возле Казанского Кремля. Так называется станция метро Кремлевская. Сегодня мы с вами прокатились по нему. И видеозапись также вы можете посмотреть в моем утреннем прямом эфире на Фейсбуке. Ну что ж, сегодня у нас очень плодотворный день. Мы сегодня побывали вместе с Александром Цыреновым, нашим бурятским кинорежиссером, на записи в прямом эфире телекомпании ТВК Татарстан. «Новый век» называется. Это кабельный телеканал международный, вот, вещающий на всю страну. Ну а вечером у нас второй завершающий день Дней бурятского кинематографа в городе Казани. Будем представлять два криминальных фильма. Это «Головар» Юрия Батоева и продукцию кинокомпании Азия ТВ. Фильм «По совести». Новый криминальный триллер, который еще не вышел в прокат. Можно сказать, что в Татарстане состоится его первая публичная премьера. Ну, давайте еще раз насладимся видом великолепного города, приволжского города, поволжского города Казань. Сами татары называют его Казан с твердым «н» на конце. Казан. Всемирную известность она, конечно, получила после того, как масштабно приняла универсиаду 5 лет назад. Вот такой получился 10-минутный видеоролик. Ну, а следующие материалы о нашем пребывании в Казани смотрите у меня на ленте Facebook.
где мы ведем активное прямое включение. К сожалению, сегодня прямое включение с 15 этажа прервалось, и я вот вынужден делать видеозапись на канале YouTube, вылаживать свою видеозапись, чтобы вы смогли насладиться в полной мере картинкой этого города. Ну что ж, с вами мы еще увидимся. До следующего включения.